В 2017 году добыча на знаменитом месторождении «Мир» была приостановлена. При этом на рудник приходилось около 9% от общего объема всех добываемых алмазов компании «Алроса». И вот, наконец, на площадке ВЭФ был дан старт проекту «Мир глубокий». И, безусловно, мы рады, что решение принято о начале работ по конкретному уже строительству рудника «Мир глубокий». Решение обсуждалось на всех уровнях, принципиальная поддержка получена, и компания начинает эту работу. Мы понимаем, что это долгий срок. Только с 30 года начнется первое поступление от продажи алмазов от этого месторождения. Вместе с тем мы сегодня видим, что компания исполняет все свои социальные обязательства и по отчислению налогов, по сохранению рабочих мест. Самым главным условием реализации проекта стало обеспечение безопасности как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации рудника. Особое внимание при этом будет уделяться безопасному прохождению водоносного горизонта. Мы будем использовать тот же способ проходки, который использовался при строительстве рудника «Мир» и строительстве рудника «Интернациональный». И мы видим, что, собственно, мы никак не зависим от оборудования недружественных стран. Все эти технологии сегодня есть в России, все это необходимое оборудование. Горизонт инвестиций существенный, это больше 10 лет, потому что только строительство стволов займет срок свыше 7 лет. Данные инвестиции не повлияют сильно на рост инвестиционной программы группы «Алроса». Компания способна сегодня финансово осуществлять эти инвестиции. Тем временем глава республики и акционерное общество «Элемент» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ коснулся создания технологической компании в области углеродных технологий. Кроме того, главе представили комплексный проект по созданию суперконденсаторов, смысл которого – создание продуктов, которые будут применяться в области управления электроустановками. В октябре месяце мы завершим различные мероприятия по структурированию проекта, как в технологическом, финансовом и организационном плане, с тем, чтобы уже в конце этого года приступить к активной фазе реализации проекта, который займет у нас от 18 до 24 месяцев. Имеется в виду запуск серийного производства суперконденсаторов. Также Айсан Николаев, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и компания «Русгидро» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках использования инструментов механизма «Дальневосточная концессия». Реализация проекта позволит существенно повысить надежность обеспечения потребителей электроэнергией. Это также отразится и на развитии туристической и сельскохозяйственной сфер республики. Планируется, что линия будет построена за 3 года, объем инвестиций составляет 1,5 миллиарда рублей. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Владивосток.